про Париж хочу рассказать. Это такой маленький поселочек, вот как Максаковка, да? Ну, Максаковка побольше, конечно, Париж поменьше. Сейчас он застроился, и уже того вот этого единства, там, смотрю, нету, там уже плохо друг друга знают, там все коттеджи понастроили, вот этот частный сектор практически весь снесся, а дома вот эти двухэтажные, это же все заводские дома были. Садик у нас был, школа 7-я, вот, все про друг друга знали. Ну, да, знаете, вот если, вот если даже эти же праздники взять, да, застолье постоянно было, то есть, ну, как бы я не скажу, что много народ пил по сравнению с тем, что сейчас происходит, но у всех всегда была какая-то родня, то есть гуляли мощно. Ну вот я слышу, мы же выходим, потом такая толпа детей у нас, мы вечно во дворе, вот и тех гостей, у этих гостей. Ну да, естественно, все на одном заводе работают, кому-то там чего-то как-то я не знаю, ну я говорю просто, во-первых, то, что знали биографию всех, все там друг друга что-то как-то переживали, если какие-то проблемы были. Я, например, даже помню, что раньше народ не так умирал, как сейчас мне казалось, по крайней мере, я могу судить по этому маленькому нашему месту, да, что смерть была настолько редко, то есть их хоронили, вот выходили, ну, все. То есть такая толпа шла, это процессия, вот выходило очень много народа. И провожали, вот из Парижа выход, где Белочка магазин был зеленый, там провожали. А сейчас там стоит большой магазин какой-то там внизу, плитку керамическую продают. А это вот как бы считалось предел, все, Париж тут заканчивался. В нашем дворе у нас больше детей было, как бы у нас помоложе, наверное, коллектив такой был, так скажем. А через несколько домов там собирались, да. Там был небольшой скверик, гаражи были, не гаражи, а даже дровяники или как-то обзывали, забыла даже просто название. Деревянные сарайчики, двухэтажные причем. И у каждого дома, в смысле у каждой квартиры был свой сарай деревянный. Как мы там тоже бесились, так скажем, бегали. Каких игр только не было. Генералиссимус какой-то, 12 палочек. Какие-то эти стрелочки рисовали, потом по стрелочкам друг друга искали. Я говорю, ну чего только, цирки эти деревяшки, какие-то цирки-высотки. Сколько ног ломали, сколько рук на эти крыши залазишь. Ничего не боялись. Бегали, прыгали, ну так весело было, домой не дозовешься. И вот я говорю, просто в этом скверике, да, там уже собирались такие вот люди постарше, пенсионеры, они сидели, играли. Там стол стоял, они в шахматы, в домино, чаще в карты, на деньги. Ну это так, да. Раньше же тоже это как бы считалось азартная игра. Ну на деньги, никто не скрывал свои там.